Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 октября. Это понедельник. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки от овнов до рыбок в одном видео. День обещает быть очень спокойным, потому что у нас с вами в этот день будет влияние эти карты «Умеренность». Мы с вами складываем 13.10.2025. Единичка, тройка, единичка, 2, 2, 5. Получаем в сумме 14. 14 старший аркан – это аркан умеренности. Поэтому я думаю, что день будет такой спокойный, умеренный. Никто никуда не спешит, не торопится. Все друг к другу относятся с пониманием, идут друг к другу на компромиссы. Очень легко по карте умеренность могут решаться разного рода вопросы. Знаете, когда вот буквально по волшебству раз и проблема рассосалась. Поэтому посмотрим, что нам, конечно, еще покажут карты. Но в целом карта говорит о том, что день вроде как должен быть спокойным. Ну, давайте посмотрим. 13 октября, понедельник, Овны. Покажите мне. Ну, тем более, это день Луны, понедельник. Луна это тоже у нас не самая активная планета. Ну, это не планета, это спутник. Ну, будем называть планетой, да, если сравнивать с другими. Смотрим. Овны, 13 октября, понедельник. Поехали. Сейчас такое ощущение, что что-то я здесь как будто бы не вижу. Ощущение. Но глаза пока не видят. Дерево. Будильник тут, он просто чуть-чуть ниже. Угу. Также есть флаг. Ну, здесь вроде бы не вижу. Так, смотрим с вами горизонталь, вертикаль. Есть еще корабль. Ну, это у нас карта времени. Смотрите, выпало и ожидание, и будильник выпал. Время. То есть время может очень медленно тянуться в этот день. Знаете, как вот из пустого в порожнее. Вот как будто бы топчешься на одном месте. Может быть, ощущение как раз карты это и показали. Проверяем, смотрим. Горизонталь нет, вертикаль. По вертикали есть машинка. Машина. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Сразу же будильник выпал и говорит, ну, со временем будет беда, да, в этот день. Что-то может переноситься, откладываться, оттягиваться. Также будет приглашение в этот период, долгое ожидание, поездка и победа. Так что, видите, день отличный. Ну, единственное, по времени тут вопросы, но я сразу вам сказала, что в этот день со временем мы дружить не будем. Так что вот так. В целом день хороший. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. Смотрим Тельцы. 13 октября. Тельцы. События дня. Понедельник. Тельцы. Угу. Машина выпала в понедельник вам. Чашечку нельзя. Угу. Казенный дом. Книга. Дорога. Может быть в какое-то госучреждение. Кстати, может быть, знаете, как еще, если выпадает вместе дорога и казенный дом, это может быть ЖД вокзал и аэропорт. Так, подсвечник, надежда. Я так понимаю, надейтесь, что все пройдет хорошо. Есть у вас такая надежда. Также выпала молния.
Угу. И маска. Тут знаете, что может быть? Откроется какая-то информация, появится новость об обмане. Маски будут сорваны. Так, ну и тут два варианта, смотрите. Любовь и кораблик. Я вот почему-то мне первое в глаза бросилась любовь, несмотря на то, что да, карточка так сложилась. Поэтому я оставляю ее. Если вы увидели кораблик, значит у вас проиграется ожидание. Смотрим теперь здесь. Есть еще вот месяц. Возможно, у вас в личной жизни будет какое-то событие, которое имеет цикл. Ну, типа там день свадьбы, день знакомства, день рождения ребенка там и так далее. Какое-то парное событие. Также есть ножнички. Тоже то, что вот я и говорила. Яблоко нельзя. То, что я и говорила сразу в начале видео, когда у нас идет аркан умеренность, то очень часто все дела, вопросы не решаются легко. И вот, пожалуйста, у Овнов показали результат, у вас показали решение вопросов. Так, значит, смотрим. Выпала вам поездка на понедельник, посещение госучреждения, надежда, любовь, событие, которое имеет цикличность и повторяется, решение какого-то вопроса, тоже вот хорошо, если выпадают ножницы и казенный дом, и предупреждение. Вы получите какую-то новость, ну, часто по молнии это какая-то шокирующая такая, знаете, вот информация. Может, кстати, приходить в электронном виде, типа смс-ка, там новости в телеграм-каналах, там по телефону может кто-то что-то вам рассказать. И видите, и рядом маска, обман. Возможно, это информация о том, что откроется какой-то обман. Ну, в любом случае это хорошо. Да, вы скажете, ну где же здесь по умеренности хороший день? Ну, в любом случае, когда мы узнаем о том, что нас кто-то обманывал, это хорошо, потому что срываются маски, мы понимаем, что этот человек опасен. Так что вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. И переходим дальше к близняшкам. Сейчас я только складываю так, чтобы они не повторялись. Все, и поехали дальше. Близнецы. Близнецы, 13 октября. События дня, близнецы. Угу. Мешок с деньгами. Свиток и чемодан. Расческа. Подарок еще был. Подарок. Цыпленок. Цветочек нельзя. Угу. Яблоко, слезы. Неприятность, слезы. О, еще и глубокая печаль есть, колодец. Но у вас какая-то одна тут история негативная может быть, к сожалению. Так, сейчас я досматриваю периметр. Периметр не вижу. Получается, из хорошего деньги выпали, но мешочек может показывать и расходы, например, покупки в этот день, траты, расходы, оплаты, какие-то события, связанные с деньгами, деловая встреча, подарок, общение с детками, забота о ком-то, временная разлука, расставание, неприятность, слезы, печаль. Произойдет какая-то неприятная ситуация. Что это, я не могу вам сказать, что это такое. Но после вот этой ситуации, видите, выпадает печаль, слезы.
вы будете разочарованы, расстроены. Так что, к сожалению, но опять же, карта умеренности может говорить о том, что раны будут быстро залечиваться в этот день. То есть, ну, больно, попереживали какое-то время, да, вот и как-то боль быстро утихла. Так что будем надеяться, что все это быстро разрешится у вас. Иногда может показывать, что неприятность не у вас, а у кого-то из близких, например. И вы как бы переживаете, да, вот там слезы переживания за близких. Такое тоже может быть. Потому что пассиансы, в пассиансе есть такая особенность, он показывает события, которые мы видим очень часто, вот которые не проживаем, а прямо на наших глазах разворачиваются. Ну, допустим, там видим, пошли в кафе пообедать, какая-то, мы видим, что прям важная деловая встреча. Люди сидят такие в костюмах, да, там что-то обсуждают. То есть на наших глазах какая-то важная встреча, там, где обсуждаются подписание каких-то важных документов. Или, например, ребенок, да, там, опять же, пошли где-то в торговом центре погулять, увидели там какую-то, не знаю, там, сценку, связанную с ребенком, да, там, истерика ребенка, или наоборот, там, мамочка, очень много детей, там, да, вот какая-нибудь такая карта. То есть часто здесь события показывают то, что мы видим, а не то, что происходит с нами. Поэтому эта неприятность вполне может быть на ваших глазах. Так, хорошо, близнецы, смотрим дальше раков. Раки, 13 октября. 13 октября, события дня раки. Понедельник. Понедельник, смотрим. О, неприятность выпала, расческа. Сейчас посмотрим, рядом что-то выпадет. Нет. Ну, вроде как ничего не выпадает. Книга. Бокал. Застолье. Рядом с неприятностью. Ножницы. Ножницы хорошо. Угу. И подсвечник надежда. Надежда на то, что неприятность разрешится. Ну и в этот день вполне может быть, потому что по умеренности все быстро, все меняется. Угу. Еще, смотрите, неприятностью может быть долгое нудное ожидание. Как вариант может так проиграться. Угу. Здесь нет. Смотрите, значит, сразу же предупреждение было. Возможно, какая-то неприятность в этот день. Будет долгое нудное ожидание, мероприятие застолье, надежда, посещение госучреждения или решение вопросов, связанных с госструктурами, госучреждениями, и решение вопроса. Вот это важно. Вот если выпадает книга и ножницы, это значит, в этих местах вы точно решите все ваши вопросы. Так что тут как бы все хорошо в делах, в работе. Что за неприятность? Скорее всего, ожидание. Может быть, вопросы будут решаться не так быстро, как бы вы хотели. Может быть, надо будет подождать чего-то там или кого-то. Ну, карта умеренность всегда нам говорит о том, что время будет тянуться медленно. Вы должны быть к этому готовы. Так что, ну, в целом, если эта неприятность будет только ожидание, то я не думаю, что это прям большая неприятность. Это мелочи. Да? Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Смотрим, левушки. 13 октября.
Львы, понедельник. Так, смотрим. Гости. Подкова. Цыпленок. Повезло, гости выпали, неприятность не сложилась. Так, теперь смотрим, что здесь. Нет. Ага, есть кровать. Рыба есть. Рыба — это предупреждение. Нет, нет, нет. Здесь тоже не вижу. Значит, смотрите, что у нас тут повыпадало с вами. Первое, гости показывают. Возможно, в этот день пойдете в гости или к вам придут гости. Удача. День для вас будет удачным. Возможно, время, проведенное с детьми, с семьей, забота о ком-то в этот день. Интимная связь. Ну, или тут может быть, допустим, разговоры об этом, мысли. Это могут быть и просто желание пораньше лечь спать. И там много чего может быть по кровати. Не только интимная связь. И скользкое дело. Вот здесь предупреждение для вас. Кто-то может втягивать вас в какие-то авантюры. Ну, тут еще, в принципе, кровать рядом ложится. Не знаю, может быть, это как-то связано с любовными, да, какими-то игрищами. Поэтому, ну, часто, когда события так рядышком выпадают, они показывают одно. Поэтому тут скользкое дело, да, и кровать. Ну, надо быть поосторожней, особенно если это у вас какие-то новые отношения или там случайная какая-то встреча. Тут вот как бы могут быть потом неприятности. Благодарю за внимание, Львы, и перехожу к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Девы. 13 октября. 13 октября. События дня. Девы. Так, девы, смотрим сразу же якорь. Что-то может вас в этот день держать. Будет какой-то якорь у вас. Якорь может вообще показывать, что вот в понедельник вы где-то на одном месте и никуда не перемещаетесь, не передвигаетесь. Чемодан. Метла. Лебедь. Ключ. Ключик — это хорошо. Так, ну и книга еще есть тоже. Ключ и книга — хорошее сочетание. Так, сейчас я пробегусь, посмотрю здесь. Нет, периметр не вижу. Получается, у вас 6 событий. Якорь и чемодан вместе выпали. Что это может быть? По якорю у нас идет остановка где-то надолго, а чемодан — временная разлука с кем-то. Может быть, вы куда-то уедете в этот день надолго по якорю.
Либо наоборот, может кто-то приехать надолго к вам, например, с чемоданом, ну, в гости там на неделю, на месяц, не знаю. То есть якорь – это какая-то стабильность, остановка надолго. Чемодан – это обычно люди с вещами. Может быть, еще как вариант, можно прочитать, как можно собирать вещи, чемодан, рюкзак, например, в какую-то долгую дорогу. Так еще можно прочитать. Дальше, в общем, может быть небольшая ссора с кем-то. Ссора, споры даже, я бы сказала. Это не ссора, а когда мы спорим. Есть разные мнения, может быть, будут споры. Дальше. Гармоничные отношения в паре. Посещение госучреждения. И ключ показывает, что в этот день для вас открыты все двери и все дороги. То есть вот нет никаких преград для вас в этот день. Поэтому если вы идете в госучреждение или куда-то едете, то все должно пройти очень хорошо для вас. Поэтому вот так. Может быть, споры будут, если будете там вещи, например, собирать, как вариант. Так что вот такая информация для вас. В целом все плюс-минус нормально. Благодарю за внимание, девы. И переходим дальше к весам, к нашим именинникам. Так, именинники наши, весы, 13 октября. Весы, понедельник, события дня. Можете мне показать самые-самые такие основные, важные, что они должны знать, к чему должны быть готовы. Весы, понедельник. Понедельник, события дня. Весы. Кстати, весы, если у вас вдруг день рождения 13 октября, ну, конечно, я вас поздравляю в первую очередь, а во вторую, вот карта, которую я считаю, это и есть вашей картой года, да, которая подсчитана. Поэтому вот кто родился 13 октября, у вас будет очень хороший год. Год умеренности – это год спокойный, год, когда нету никаких сложностей, трудностей, приключений, бед. В общем, все хорошо. Очень часто в год умеренности человек получает какие-то награды, там, кубки, медали. Поэтому, если вдруг у вас такое возможно, можете еще получить. Так, ну смотрим, что у нас в этот день с вами. Часы выпали, яблоко. Угу. Нерешенный вопрос. Возможно, время еще не пришло решиться этому вопросу. Солнышко нельзя. Деньги. Домик. И проверяем обязательно. Рыбу нельзя соединить. Но здесь я не вижу. Значит, что получается? Ну, у вас в этот день какая-то проблема со временем, но она будет не только у вас. Потому что когда у нас выпадает ангел времени, да, умеренность – это ангел времени, то как раз время, знаете, как переливается, очень медленно идет. Он, кстати, нас учит тому, что нужно быть терпеливыми, выжидать, уметь терпеть. Да, вот если, например, время не пришло, вопрос не решается. И нужно вот не психовать, не злиться, а просто ждать, пока будет удачный момент. Поэтому карты показывают, что-то по времени идет не так, вопрос не решается и слезы. Ну, понятно, у вас какие-то, да, вот, негативные эмоции по поводу того, что этот вопрос не решился. Но тут точно не стоит тратить нервы на это, потому что просто не пришло время. Придет время, этот вопрос решится. Также у вас будут какие-то события, связанные с деньгами. По мешочку могут быть как поступления, так и траты. Тут не могу сказать. И будут еще события дома, именно связанные с самим домом. То есть это обычно какие-то там домашние дела, бытовые вот эти все вопросы могут быть. Так что в целом вроде как день такой неплохой. Но минусом является то, что какой-то вопрос не решается для вас. А ну, а где ножницы? Ножницы. Раз и два. Ну, по периметру уже выпали. Поэтому скоро решится. Вот, может быть, на вот этой неделе, да, там с 13 по
19 может быть решится. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. Так, скорпиончики, смотрим. 13 октября. 13 октября. События дня. Скорпионы. Скорпиоши. Что у них будет? Понедельник. Ага, ну какая-то суматоха. Карты плохо мешаются. 13 октября, понедельник, скорпионы. Как для них пройдет этот день? Угу. Да, прям не складываются и все карты. Сейчас посмотрим, что покажет. Ну, сразу же бабочка выпала. Угу. Весы. Что я пока... А, есть еще, да. Есть еще конфликт мечи. Ребенок. Конфликт, ребенок. Ну, либо семья. Так, и смотрим здесь. Якорь еще вижу. Здесь нет. Здесь тоже нет. Что получается? Первое событие показало, что в этот день может быть деловой разговор у вас с кем-то. Деловой важный разговор. Дальше якорь. Якорь — это возможность поставить жирную точку. Как вариант. Может быть, в разговоре будет поставлен, ну, решен какой-то вопрос, например. Либо якорь еще может показывать, что мы можем где-то в этот день проводить много времени на одном месте. Там, ну, полдня так точно. Дальше у вас еще будет какой-то сложный выбор, весы. Два варианта, и вы будете сомневаться между двумя вариантами. Конфликт и ребенок. С кем-то может быть конфликт, но так как выпал рядом ребенок, может быть с детьми, с внуками, может быть с членами семьи младше вас по возрасту. Может быть так. Но опять же, тут, конечно, может быть и такое, что тут все хорошо будет с детками, да, будет какое-то событие, о ком-то там будете заботиться. Конфликт будет вообще по другому вопросу. Например, связанным с выбором. Да, вас ставят перед выбором, вы не хотите выбирать, начинаете возмущаться, ругаться, может быть так. Поэтому тут по пассиансу очень сложно сказать, как будет проигрываться событие. Отдельно, вместе, по паре, да, там, или как оно будет, уже понятно только когда день проходит, смотришь, и становится понятно, как было. Ну, понятно, что будет выбор, семейное общение, конфликт, разговор и какая-то пауза, остановка. Вот так, скорпиончики. Нужно постараться избежать конфликта. Ну, вам вообще, да, сейчас прям это ваша такая тема номер один для вас. Потому что вы сейчас на взводе, вам надо стараться избегать этих конфликтов. Хотя это, конечно, сложно, да, когда такая дискотека из планет в вашем знаке. Смотрим, 13 октября. 13 октября, стрельцы. Стрельцы. 13 октября, понедельник. Понедельник, стрельцы. Бабочка.
ключ. Какой-то будет очень-очень важный разговор у вас деловой в этот день. Чашечка чая, гости. Но это может быть, например, разговор где-то в кафе, в ресторане, как вариант. Успех. Такое ощущение, что вот здесь как будто бы что-то есть, и я не вижу. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим еще горизонтали, вертикали. Угу, цветочек еще есть. И смотрим, что получилось. Что получилось? Первое, сразу же показывает, будет важный разговор в понедельник. Ключ может показывать, что этот день ключевой, особенный. Ну, разговор, в смысле, особенный. Либо ключ еще может показывать, что для вас будут, ну, открыты все двери, все возможности. То есть этот разговор может дать вам какие-то новые возможности. Дальше гости. Успех в делах, видите, подтверждает. Венок, лавровый венок подтверждает, что успех действительно будет в этих делах, в разговоре, в общении. И может еще быть в этот день исполнение желания. Так что для вас шикарный день. Ключ, успех, исполнение желания, гости. Вообще, да, вот плохих событий у вас тут нет. Ну, знаете почему? Потому что умеренность — это карта стрельцовская. Поэтому, конечно, для вас тут ангел приготовил одни подарочки. Поэтому так. Благодарю, стрельцы, за внимание. Перехожу я к козерожкам. Так, смотрим козерожки. 13 октября. Козерожки, понедельник. Так, цыпленок. Цыпленок. Машина. Угу. Также есть книга. Машина вместе с книгой может показывать, например, книга — это не просто госучреждение, а автовокзал, ЖД вокзал, аэропорт, например, может быть. Смотрите, тут еще знаете, что было? Тут еще была тайная встреча. Можно было еще вот так соединить. Поэтому смотря, что вы увидели. Я увидела книгу. Если вы увидели 2 кольца, тогда у вас проиграется тайная встреча. Обман, маска. Ножницы. Тоже хорошее сочетание. Ножницы, казенный дом. Решение вопросов в госучреждении. Солнышко, радость. Но тут еще солнышко можно прочитать как солнце, прояснение обмана, открытие какого-то обмана. Горизонтали, вертикали не нашла совпадений. Значит, смотрим, что у вас получается. Первое событие цыплята — это семейная жизнь, дети. Ну, это проведете время с детками, с семьей, может быть, там что-то вместе куда-то будете ехать, что-то делать, заботиться о детях и так далее. Дальше дорога, посещение госучреждения, казенный дом, решение вопросов, радость и обман. Вот единственное негативное событие у вас — это обман, маски. То есть человек надевает на себя маску и пытается вас обмануть.
Так что будьте осторожны и внимательны. Но если выпадает солнце, ну и если выпадает сама маска, то очень часто этот обман может открыться в этот день. Ну, зная об этом, вы же будете внимательны, и вы можете просто этого как бы избежать. Тем более солнце выпало. Солнце это всегда ясность, подсвечивание, прояснение там, и так далее. В общем, есть шанс того, что вы кого-то выведете на чистую воду в этот день. Так, смотрим дальше. Водолеи. Тринадцатое октября. Водолеи. События дня. Смотрим, водолеи. О, колокольчик сразу не увидела. Книга. Угу. Смотрите, может быть в госучреждении встреча. Свиток это обычно какая-то деловая, важная, рабочая. Замочек, разговоры, тайны. Машина. Расческу нельзя. Такое ощущение, что тут как будто бы что-то есть. Вот он, меч. Угу. Мне кажется, что вот тут. Я думаю, наверное, что-то здесь пропустила. Смотрю, не вижу. Оно просто чуть ниже. Так, цыпленок. Угу. Сердце. Маска. Смотрите, обман, тайна. Так. И цветочек соединить нельзя. Получается, событий много у вас в понедельник. Такой насыщенный денечек. Пустые разговоры будут в этот день. Ну, пустая болтовня с кем-то. Возможно, с друзьями выпали друзья. Друзья, пустые разговоры. Поездка, деловая встреча, посещение госучреждения. Мне не нравится, вот дети выпали и рядом мечи. Да? Мечи это конфликт, скандал, ссора. Возможно, в семье. В семье с детьми, с внуками, может быть. И обман, видите, рядом. Возможно, откроется какая-то семейная история, семейная тайна. То есть кто-то что-то там от вас скрывал, это может выйти наружу, и, да, вот, и вы можете быть недовольны, можете ругаться, конфликт, выяснять отношения. Ну, похоже на это. Либо это может быть обман и тайна, ну, не касается семьи, а касается чего-то другого. Но в любом случае вы узнаете какую-то правду в этот день. Маски будут сорваны. Тот, кто пытался, да, вот, себя как-то отбелить, надевать на себя маски порядочного человека, ну все, маски будут сорваны, и вы все узнаете в этот день. Так что это вот единственный такой минус. Но опять же, это и плюс. Это не, ну, я не считаю это минусом. Да, мы узнали правду, она может быть неприятная, но это ж лучше, да, чем ходить в дурачках. Лучше знать эту правду. Поэтому так. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Так, рыбки, смотрим, что у вас. Что у вас будет за денек? 13 октября, рыбы. События дня, понедельник.
Поехали, смотрим. Угу. Первое яблоко. Яблоко это слезы. Ну так, автор этой колоды, да, задумал, что яблоко это слезы. Молния. Солнце. Кстати, слезы радости. Так что, рыбки, видите, не все так плохо. Слезы радости могут быть. Получение, конверт. Домик. Событие печальное какое-то. Может быть, все-таки эти слезы не радости. О, еще и неприятность выпала. Неприятное известие. Неприятное известие, печаль. Слезы в доме. Но зато в делах успех. Машину нельзя. Ключик. Но ключ показывает, что этот день может быть важным для вас. Важным. И в этот день все в ваших руках. Вот смотрите, видите, выпала неприятность в ваших руках. То есть от вас зависит, произойдет эта неприятность или нет. Ну, я так, по крайней мере, расшифровываю здесь. Вы можете ее избежать, этой неприятности. А значит, не будет и разочарования, да, глубокой печали, не будет слез. Так, смотрим еще периметр. Не, периметр не вижу. Получается, в этот день у вас из минуса неприятность, печаль, слезы. Из плюса ключ, который показывает, что все в ваших руках. От вас будет все зависеть, в том числе и эта неприятность. Ее можно будет избежать. Успех в делах, получение какой-то информации. Эта информация, кстати, может быть очень такая шокирующая, удивляющая, да, как молния, гром среди ясного неба информация. И выпала сама карта письма. Это тоже, кстати, могут быть новости, получения, какие-то новости, известия. Поэтому я думаю, что может быть новость и такая интересная. Также выпало солнце, радость, и выпали какие-то семейные дела, семейные события. Ну, больше похоже, честно говоря, на то, что дома, да, вот какая-то неприятность, потому что события, видите, как выпали. Дом, сильное разочарование, неприятность. То есть такое ощущение, что эта неприятность, она может быть дома. Поэтому вы ее можете и, наверное, и избежать. Может быть, неприятность это будет вот эта новость, понимаете? То есть, как бы, может быть, нам одно событие показывают с разных сторон. А с другой стороны, это могут быть и разные события. Тут я вам не могу сказать. В общем, когда этот день пройдет, причем это у нас может быть и 12 и 14, да, то есть события, они такие плавают, они могут происходить чуть раньше, чуть позже, поэтому это может быть и 12 и 14. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.